Скайвер, Назар, с вашего позволения, да, мы, наверное, потихоньку начнем сегодняшний вебинар. Пока будет вступительная часть, у новых участников будет возможность присоединиться к вебинару. Ну что ж, добрый день, уважаемые участники, уважаемые спикеры. Сегодня ПИК Бишкек проводит для вас, минуточку, я сейчас проверю запись. Сегодня ПИК Бишкек, Центр развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек, проводит для вас серию вебинаров по менеджменту качества. И сегодня как раз у нас состоится первая тема по этому направлению. Тема вебинара называется «Контроль качества ISO 9001-2015». Хочу представить вам сегодняшних наших спикеров. Это Назар Тургангазиев и Искендер Шаршеев. Назар Тургангазиев как раз вам раскроет эту тему, а Искендер Шаршеев, директор Центра развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек, немного расскажет о деятельности нашего центра и о программах поддержки для нашего бизнеса. Хочу озвучить немножко о наших правилах. Пожалуйста, если вы зашли под никнеймом, будьте добры включить свои имена, фамилии, как вы указывали в регистрационной форме, это очень для нас важно. Также сегодняшний вебинар записывается, это делается для того, чтобы мы могли потом отправить всем, кто зарегистрировался на сегодняшний вебинар, но физически не смог принять участие. Также запись сегодняшнего вебинара мы отправим на ваши электронные почты и опубликуем на наших социальных сетях для вашего удобства. Также вопросы по сегодняшней теме предлагаем вам отправлять в чат-бокс или после выступления нашего спикера озвучить микрофон напрямую нашему спикеру. Все вопросы, которые поступят в чат-бокс, я зачитаю их по очереди нашему спикеру. Тогда, уважаемые участники, с вашего позволения, мы приступаем к первой части нашего вебинара. Я передаю слово Искендеру Шаршееву для короткой презентации о ПИК Бишкек. Искендер, прошу вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники. Так, видно ли моя презентация? Да, видим. Так, секунду. Ну, позвольте немножко рассказать о ПИК Бишкек. Буквально несколько слов, да? Это традиционная наша часть. Мы немножко рассказываем о том, кто мы, что мы делаем для тех, кто впервые подключается к нашим вебинарам, к нашим мероприятиям. А те, кто же регулярно с нами, конечно, эту презентацию видели, но для них будет обновление по нашим делам, да, какие мы успели результаты создать. Вот что такое ПИК Бишкек? Это прежде всего бизнес-акселератор-инкубатор, в котором есть программа инкубации и акселерации. Это значит программа, по которым мы обучаем предпринимателей, как расширять, масштабировать бизнес, сводим их с менторами, да, с консультантами, с опытными бизнесменами, которые уже могут предоставить практические знания, как и что делать. Проводим вот подобные этому тренинги, вебинары, семинары, отвечая на вызовы сегодняшнего дня. Да, вчера была пандемия, сегодня общий экономический кризис, да, там определенный международный кризис. И вот как в этих условиях делать бизнес, это очень важно, да, знать. У нас есть международная сеть деловых связей, в 160 странах мира есть партнеры. Также электронная платформа, где содержатся знания мирового класса. И мы создаем сеть инвесторов. Все участники наших программ в конце программы получают возможность коммуницировать с инвесторами, благодаря которым они могут в дальнейшем уже масштабировать свой бизнес, получить определенные средства для развития его. Также вот мы уже провели ближе к десятку, да, акселерационных инкубационных программ. И вот на сегодняшний день именно ПИК Бишкек, а мы являемся частью большой команды, у нас есть ПИК Каракол, ПИК Ош, да, 3 офиса по стране. И именно ПИК Бишкек на данный момент реализует программу по IT-стартапам, акселерация IT-стартапов. У нас уже также проводятся мероприятия международного плана, местного плана. Среди международных мероприятий у нас в этом году мы 3-й год подряд будем национальными устроителями международный чемпионат по предпринимательству. Такой вот есть чемпионат, проводится в Эр-Рияде финал, и победитель получает $500 000 гранта. Ну и другие мероприятия мы осуществляем или участвуем в качестве партнеров. Также мы проводим вебинары, в которых ведут основные топики, да, которые актуальны на сегодняшний день. Как международные спикеры, так и наши местные. У нас сегодня профессионал своего дела Назар Тургангазиев, да, который вот расскажет что такое менеджмент качества, да, потому что у нас в Кыргызстане действительно на сегодняшний день актуальный вопрос. У нас уже несколько месяцев подряд некоторые
наши участники, некоторые предприниматели, да, спрашивают, вот, задайте нам вебинары по качеству, чтобы мы примерно имели представление, что такое ISO. И вот сегодня как раз такой день. Да. У нас есть менторы. Менторы посвящают свое время предпринимателям, которые только растут, и их советы иногда бывают очень своевременные и полезны. У нас есть уже определенные результаты по этому. В итоге у нас вот за прошедшие 2 года, да, мы вот с января 2020 начали свою деятельность, уже больше 200 стартапов прошли через наши программы, большинство из них возглавляемые женщинами, да, бизнес-вумен. 74% выпускников зафиксировали, что у них выросли знания о предпринимательстве. У всех почти выросли определенные доходы, да, и было создано порядка до 500, да, рабочих мест. Около 49 выпускников внедрили у себя инновации. Ну, наше сообщество выросло за эти 2 года до 3000 человек. Ну, на сегодняшний день мы можем уже говорить, что 3500, да, человек. Итого, и наши выпускники тоже, участники наших программ, привлекли до $500 000 инвестиций как из различных источников. Это международные фонды, частные инвесторы или бизнес-ангелы. Коротко так, о нашей команде. Да? Наша команда – это вот Peak Bishkek. Это вот наш сайт. Я так предлагаю вам всем записаться на наш YouTube-канал. Там же будет выложена запись этого вебинара. Ну и, соответственно, принимайте участие в наших вот мероприятиях, которые мы анонсируем по всем этим каналам. Спасибо. Спасибо за внимание. Эльнура, слово передается вам. Да, Искендер, спасибо большое. Также от своего имени приглашаю всех вас посетить и подписаться на наши социальные сети и быть в курсе, да, последних событий. Приветствую новых участников, те, кто только что присоединились. Напомню, что сегодня для вас проводит вебинар Центр развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек совместно с Назаром Тургангазиевым на тему контроль качества ISO 9001-2015. Меня зовут Эльнура Алмасканова, я буду сегодня модерировать вебинар. Относительно вопросов, все ваши вопросы, которые придут в чат-бокс, мы зачитаем по очереди после презентации спикера, а также вы можете включить свои микрофоны и напрямую их задать. Позвольте тогда представить нашего спикера. Назар Тургангазиев проходил стажировки по менеджменту в Японии, в Германии. Назар является экспертом Кыргызско-японского центра человеческого развития и консультантом Европейского банка реконструкции и развития. Тогда, Назар Агай, вам передаю слово для презентации. Добрый день всем. Позвольте представиться. Меня зовут Назар Тургангазиев. Я являюсь консультантом по менеджменту. Демонстрация видна? Демонстрации пока нет. Назар Агай, может быть, вы попробуйте еще раз расширить. Скорее всего, это сбилось в связи с первой презентацией. Надо будет еще раз попробовать отменить шейр и потом еще раз, может быть, расширить. Да, вот теперь видим. Вы видите, да? Хорошо. Мы сегодня поговорим о контроле качества, о стандарте ISO 9001-2015. Да? И этот взгляд, эта презентация будет как возможности для бизнеса в связи с обстоятельствами, которые у нас наступили. И темы, которые мы с вами рассмотрим, это само качество, определение качества, это контроль качества, управление качеством и система менеджмента 9001-2015. Что это такое и как его начать использовать или же внедрять. Что такое качество? Вы можете просто задуматься, если есть желающие, вы можете написать в чат-боксе, как вы понимаете слово качество, что для вас является качеством. Независимо от того, чем вы занимаетесь, услуги ли, и то ли производите продукцию. И так как слово качество имеет расширенный вариант понимания, мы будем его рассматривать со стороны стандарта ISO 2015. Что это такое и как к этому прийти. То есть качество – это то, что полностью
соответствует запросу вашего клиента. Степень, в которой совокупность характеристик объекта соответствует требованиям. То есть субъект всегда предоставляет объекту качество. Да, и их взаимоотношения мы рассматриваем как использование качества, как предоставление услуги самого качества. И, конечно же, степень удовлетворенности потребителя. То есть все, что связано с качеством, всегда прямо пропорционально является вашему потребителю, вашему клиенту. Все, что вы делаете, все, что вы производите, оно будет касаться вашего потребителя. И сегодняшний вебинар будет основан на этом. Определение качества. Теперь мы рассмотрим со стороны продукции. Да, если вы производите продукт, как понимают в общих значениях потребители, да, то есть весь народ, да, как они это видят. Есть основные 8 измерений качества, которые позволяют вам измерить его, понять. Первое – это само представление продукта, то есть это основные эксплуатационные характеристики самого продукта. Второе – это особенности, то есть какие-то дополнительные характеристики, возможно, это какие-то технологии были использованы в продукции, да, как продукт выпускали. Надежность, то есть согласованность и бесперебойность работы, да, то, насколько вы можете бесперебойно поставлять свои продукты. Да. Например, Coca-Cola даже в Африке, возможно, она предоставляет в магазинах. Да, то есть люди говорят, что в Африке и воды не хватает. Coca-Cola как бы присутствует в этом. Четвертое – соответствие. Насколько продукт соответствует проектной документации. Да, то есть вы объявляете свою спецификацию, насколько вы этому соответствуете. Пятое, конечно же, долговечность, срок службы самого изделия. Шестое, удобство обслуживания, скорость с которой продукт может быть введен в эксплуатацию. Седьмое, это эстетика, это субъективное суждение, это чувства и вкусы. Это тоже играет немаловажную роль, и мы чуть позже тоже рассмотрим, почему. И восьмое, воспринимаемое качество. То есть это когда потребитель ориентируется только на репутацию. То есть он дает какую-то косвенную. И сразу хочу вас заверить, что возможно, вы можете ориентироваться на одно из этих измерений качества. Вы, скорее всего, не сможете все это как бы соблюсти. Это очень сложно. Но выбрать 1-2 пункта и поставить его как основу своей системы качества, вы это сможете сделать. И это тоже является беспроигрышным вариантом. То есть, например, вы сможете, если вы какой-то продукт выпускаете, внедряете, то вы можете, например, начать с соответствия или с надежности. И потихоньку, поэтапно это уже внедрять. Да? И это сработает. Если вы даже можете оглянуться и посмотреть на те продукты, которые у нас есть на рынке, да и вообще в мире, да, то вы всегда найдете один из пунктов, который будет всегда являться самым главным. И, конечно же, репутация – это уже итог всего, чего вы сделали. И когда вы репутацию, последнее качество зарабатываете, то, в принципе, уже репутация начинает на вас работать. Теперь качество со стороны услуги. Если вы предоставляете услуги, то как его нужно и измерять, и как потребители ваших услуг будут это понимать. Основные измерения – это, конечно же, удобство, да, то есть наличие и доступность услуг, которые вы предоставляете. Второе – это надежность, это способность предоставить сервис надежно, последовательно и точно. Отслеживание, готовность поставщика услуг оказывать помощь клиентам в необычных ситуациях и желание помочь вашим клиентам. Да, то есть то, насколько вы можете отслеживать проблемы ваших клиентов и их как бы решать, да, помочь, то есть помогать на постоянной основе решать те возникшие проблемы ваших клиентов. И время. Никто не любит ждать. Да? Пятое. Знания, проявляемые персоналом, вступающим в контакт с клиентом. То есть это те сотрудники, которые способны внятно объяснить, те сотрудники, которые имеют знаниями, которые могут вызвать доверие и, как бы, скажем,
доверенность и уверенность ваших сотрудников, ваших клиентов. И обходительность, манера обслуживания клиентов с сотрудниками. Последние материальные ценности, внешний вид помещения, оборудование персонала и информационных материалов. То есть это когда вы, например, если открываете аптеку, да, хотите предоставлять услуги всех тех аптека, мы построили его как банк, возможно, здесь вот материальная ценность сыграет как бы в плохую сторону. Да? Или же наоборот, вы открываете банк, а выглядит оно, как, скажем, аптека. Да? Здесь то же самое. Если вы предоставляете услуги, здесь также вы можете выбрать один пункт, который будет паровозом для вашей компании, для вашей услуги, и потихоньку внедрять остальную часть. Здесь я могу сказать, что на данном этапе у нас в Кыргызстане 6-й, 7-й пункт, он как бы очень сильно рассматривается. И судя по анализам, судя по исследованиям, он играет немаловажную роль. А потом уже можно как бы уже основные вещи внедрять. Время и отслеживание. Если какие-то у вас будут вопросы по этим пунктам, пожалуйста, пишите в чат. Буду отвечать. Теперь как контролировать? Как вообще этот процесс происходит? Как это возможно контролировать? Это очень сложно сделать, но есть инструменты, которыми можно контролировать качество. Первый – это процесс. Инструменты качества. Здесь нужно понимать, что контроль качества – это всегда статистика, это всегда методы, это всегда цифры. И только с помощью них мы реально сможем это контролировать и реально сможем это отслеживать. Важное слово – это вот прослеживаемость ваших услуг, да, и понимать, да, где вы находитесь на данном этапе, куда вы хотите. Да, и постоянно это нужно отслеживать и понимать, да, где вы, на каком уровне вы предоставляете ваши услуги. Процесс контроля качества. То есть есть у вас некий процесс, да, которым вы занимаетесь. И всегда вы производите какой-то продукт. Из этого продукта вы берете какой-то образец, который данный, и который является переменным. И на базе них вы контролируете весь процесс. Да? То есть вы взяли, как бы контролируете, все ходит хорошо. Также есть случайная выборка, то есть когда случайным методом отбираете и смотрите. Это тоже является контролем качества. Это все прописано в стандарте ISO 9001-2015, но до внедрения ISO вы это уже можете начать внедрять у себя как бы, на производстве и случайная выборка, рандомайз, тоже очень хорошо работает, и она как бы статистически доказана, что это все как бы, то есть это выборочный контроль. И всегда процесс контролируется качественными данными. То есть те данные, которые вы предоставляете для измерения, они должны быть качественными. Они должны быть точными. Кружки качества. Для чего это? Конечно же, качество создаются для улучшения. Первое – это безопасность, это атмосфера, это улучшение. Да? То есть для этого это вам нужно. Да? Абсолютно на рабочих ваших предприятиях. И контроль качества, как бы для того, чтобы это эффективно работало, всегда должна быть некая система мотивации, да, чтобы люди имели мотив действий. Да? То есть вы можете, например, здесь положить какие-то вот золото, серебро, бронза, это просто некий соревновательный дух, чтобы люди могли, ваши сотрудники, постоянно вам предлагать улучшения, предложениями. Да? Это все ведет к уменьшению затрат, улучшению безопасности и, конечно же, к улучшению всего. Да? Предложения от всех работников, они могут быть разные. То есть это могут быть группы, которые вы создали, это могут быть индивидуумы, которые непосредственно работают сами, да, на местах. И вы просто это все предложения собираете, оцениваете, внедряете. И если это работает, то вы можете уже как бы поощрять, да, то есть там, ну, это серебро, бронза. Какая у вас система мотивации? Да? То есть это примерно так должно выглядеть. Инструменты контроля качества. Есть 7
действенных инструментов. Мы сегодня с вами только рассмотрим первую часть, а остальные вы просто чтобы знали. Да? То есть на это просто времени физически не хватит, как это делается. Качество должно быть выстроено в каждом процессе. То есть не может быть качества, пока в каждый процесс не передает качество. Только тогда, возможно, вы сможете выстроить продукт или на качественном уровне. Как работает причинно-следственный анализ? То есть есть причина и есть следствие, да? И вы как бы это анализируете. Возьмем вашу компанию. В вашей компании есть своя цель или есть своя проблема. Оно работает в обоих случаях. Все зависит от вас. Я вам лишь покажу экономику 5М, на базе чего, в принципе, в общем формируется качество, да, вообще производство, система, как она работает. Это люди. Люди, это которые ответственные лица, партнеры, управление. Да? То есть вы разбиваете такую фигуру и под ребрами их и выясняете. Да? Просто бывает так, что проблема или цель, она чего-то больше всего. И вы должны разделить по приоритетам. Дальше это метод, сами технологии, руководство, операционные процедуры. Может быть, они у вас неправильные. Может быть, они являются основой того, что у вас что-то не получается. Да? И измерение. Это сам процесс подтверждения, сбора информации и измерение самих результатов. Возможно, и измерения устарели. Возможно, они не работают в определенном процессе. Далее идет, конечно же, материал, сырье. То есть, если вы получили заранее некачественное сырье, то вам будет очень сложно сделать из него качественное. Да, это потребует немаловажных усилий и ресурсов. Станки, оборудование, инструменты тоже влияют на это. Да, то, насколько, какими станками вы работаете. Самое главное, хочу отметить, этот анализ он должен выполняться не одним человеком, а командой. Так, той командой, которая непосредственно работает. Потому что один человек, возможно, сделает анализ, но, возможно, будет очень субъективным. Для объективности, чем больше людей, тем лучше. И вы тогда сможете, когда будете делать такой некий брейнсторминг, определить, где же все-таки находится причина проблемы, по которой вы не достигаете определенной цели, или же у вас получается, скажем, дефект. Управление качеством очень сложно, но есть фундаментальные уже понятия, с которыми можно управлять качеством. Это мы рассмотрим способ «почему» из Toyota. Организация TQM, то есть это Total Quality Management, всеобщий контроль качества. И, конечно же, цикл PDCA, то как можно управлять и постоянно следить за этим. Нужно лишь помнить, что управлять можно только тем, что можно измерить. Если вы не в состоянии измерить какие-то процессы, которые у вас происходят в вашей системе, в вашем менеджменте, то их улучшить или управлять будет очень сложно, почти невозможно. Возможно, просто крутиться на одном месте. Да? То есть, если нету данных, нету цифр. К сожалению, качество – это не просто слова, не просто бумага, там нужны цифры, там нужна математика, и постоянно нужна фиксация, чтобы это все вычислять, и постоянно это отслеживать. Способ 5 почему. Давайте мы с вами сейчас рассмотрим простой пример. Да? Предположим, что сотрудник не вышел на работу. И вот вы задаетесь этим 5 почему. Первое почему. Почему он не вышел? Болела голова. Второе. А почему болела голова? Плохо спал ночью. Дальше. Да? А почему плохо спал ночью? Потому что беспокоился из-за коронавируса. Это примеры из-за пандемии, когда это было. Когда многие сотрудники не выходили на работу и имелись проблемы с выходом на работу. А почему он беспокоился? Выясняется, что боялся заболеть. И последнее, почему страх, почему боялся. Было много панической информации на ТВ, да? То есть он много потреблял, и на каком-то подсознательном уровне все это приводило к этому. И вот смотрите, мы пришли к корневой причине. Да?
Здесь мы находим решение уменьшить или не смотреть новости о коронавирусе. Если бы мы остановились на первой причине, возможно, мы просто выпили бы лекарство, да, как и делают многие люди. Да, просто пьют лекарство и решают эту проблему, не доходя до корневой причины. Теперь организация, сама организация управлением качеством. Должна быть некая структура, которая помогает сохранять и управлять качеством. Конечно же, есть управление. Управление спускает директивы, потом у вас должно быть всеобщее управление качеством, то есть TPM, да, откуда уже исходят инструкции. Инструкции исходят кружкам качеством, которые вы создаете. Далее кружки качества это все абсорбируют и дают отчетность TPM. Далее от TPM к управлению выходит уже отчет. Есть отделы поддержки, которые снабжают со всеми нужными координирующими движениями. Далее есть операционный менеджмент, который непосредственно уже работает здесь, посредине, в TPM. Здесь основа менеджмента – это всегда, конечно же, любые вопросы, касающиеся качества. Здесь уже после менеджмента вы уходите на колл-центр, когда идет некий обмен, отслеживаемость ваших услуг с клиентами. И в конце концов это дает то, что клиент у вас начинает, возможно, строить с вами какие-то отношения и происходит некое доверие, да, что есть путь к репутации. Это очень хорошо, это помогает вам смотреть и повышать целевые качества, ясно отображает решение компании, и уже вы находитесь на том уровне, когда вы выходите на рынок с качеством. И все, что вы получаете, все, что вы контролируете, здесь можете посмотреть. Оценка, реализация, обучение, образование. Очень важно у нас сейчас с обучением, с образованием, о качестве является очень большой проем, куда просто люди заваливаются и не выходят. Только по этим вопросам можно все двигаться. Конечно же, специальные мероприятия нужны специальные публикующиеся материалы, которые постоянно обновляются, постоянно смотрят. И, возможно, создаете чек-листы, по которым вы работаете и контролируете все качество. Все вот так должно выглядеть. Это стандартная методология, которая очень хорошо работает. Но в каждой организации уже существует некий организм, и его можно изменять. Что-то можно убрать, что-то можно добавить. Это все как бы адаптируемо. Всегда это можно осмотреть и внедрять. А теперь PDCA. Управление самим качеством. Всегда вы что-то планируете, всегда у вас есть свои планы, какие-то цели. Проверяете те предложения, которые исходят от индивидуумов и от кружков, вы их должны всегда как бы воплощать. Да? Далее вы, конечно же, проверяете. Да? Что-то сработает, а что-то нет. Это нормально, это в порядке вещей. Если вы вспомните, что, например, фондов принимает 100 тысяч предложений по улучшению от своих сотрудников, не только, например, возможно, 1000 или 800 штук они применяют. Но почему это хорошо? Сама фонда, в принципе, не задумывается о качестве, о прослеживаемости, а вот его сотрудники, что является в целом общим организмом, они вот следят за этим. И, конечно, их поощряют, да, там, карточки, деньги и так далее. И постоянно процесс улучшения происходит. И это и есть цикл, который никогда не останавливается. И этот цикл в то же время он является самим управлением качеством. Что такое вообще менеджмент? Это, конечно же, вот планируй, делай, проверяй, улучшай. Для чего этого нужно? Это снижение ошибок в процессе, в любом процессе. И это все приводит к тому, что вы улучшаете. Это все происходит для того, чтобы было улучшение. А теперь система менеджмента качества. Как она обустроена, как оно работает. То есть рассмотрим с вами эволюцию системы качества. Первая система качества вообще была как бы выстроена, налажена в армии. То есть МИЛ – это military с английского. То есть они начали это все внедрять, потому что они понимали, оружие, скажем,
бывает разное, да, с разных стран это все собирается. Люди бывают разные, которые используют оружие. И они начали понимать, что с этими видами действий, как это происходит на войне, да, это нужно очень сильно контролировать, очень сложно. И вот постепенно они все это выработали. В конце концов, на данном этапе, сейчас это 2001-2015, да, это и есть ISO, который мы сейчас все соблюдаем, весь мир, да, стандартизировал, а сильно он был развит во время войны. 45 уже понимали, что без внедрения качества просто невозможно дальше. Если, например, в бытовой жизни можно без этого жить, но на войне и в медицине без этого абсолютно нельзя, так как там уже касается вопроса жизни человека. И вот ISO 9001-2015 еще Фейгенбаум сказал, что тотальный контроль качества – это эффективная система для интеграции усилий по развитию. То есть в вашей команде есть люди, это все должно быть интегрировано, и они должны постоянно поддерживать для того, чтобы улучшалось само качество. И только тогда вы сможете только тогда сможете удовлетворить вашего клиента. Если вы занимаетесь бизнесом, вы, значит, решаете проблемы. Значит, вы решаете проблемы вашего потребителя. Здесь-то и вот происходит тотальный контроль. Всегда нужно на это ориентироваться, и это все как бы следует. А теперь принципы менеджмента качества и как оно происходит. Первое, это, конечно же, ориентация на потребителя. Потребитель, даже если вы себя как потребителя поставьте и подумайте, когда вы что-то покупаете, или продукцию, или услугу. Что для вас важно? Ну, конечно же, это ценность для вас, да, степень удовлетворенности вас, лояльность, вероятность того, что здесь какие-то дополнительные заказы будут и так далее, репутация. И все это является одним из принципов ISO 2001-2015, основой. Далее это лидерство, то есть лидеры на всех уровнях в организации, они должны обеспечивать единство намерений и направления деятельности, создают условия для того, чтобы люди могли достичь своих целей. Способность организации и сотрудников достигать запланированных действий. И, конечно же, это все координация между сотрудниками. Далее, вовлечение людей, то, насколько компетентные люди у вас работают. И сотрудники могли понять цели вашей компании в области качества, да, и вообще, чтобы они всегда были мотивированы для того, чтобы они достигали определенных целей для вас, вашей компании. Чтобы чем больше людей в вашей команде будет вовлечено в процесс внедрения качества, тем для вас лучше. Здесь работает принцип Парето, когда если вы что-то начинаете улучшать, примерно 80% оно будет против. Да? Если даже не против, 80% оно будет, знаете, как относиться к этому очень холодно. И только 20%, возможно, будут идти с вами. Да? Если вы докажете устойчивость ваших намерений, то дальше уже будет легче. Потому что все-таки тем больше вы будете вовлекать людей в вашей команде для того, чтобы повысить качество, тем больше вы будете достигать удовлетворенности ваших клиентов. И это является самой основой. Конечно, здесь немаловажны ценности и культура вашей. Процессный подход. Это устойчиво получаемые и предсказуемые результаты, которые достигаются результативно и эффективно. Когда деятельность рассматривается и управляется как совокупность взаимосвязанных процессов, которые функционируют как связная система. Это и есть основа системы. Не вы один, или не два человека, или не основатели компании, или какие-то не главные специалисты, а именно система начинает работать, и система поглощает весь этот процесс, и качество должно внедряться системно. Только системным методом вы сможете прийти к хорошим и предсказуемым результатам. Только так вы сможете, например,
обеспечить доверие ваших клиентов и, конечно же, репутацию. Улучшение постоянный процесс, который мы с вами рассматриваем. Все успешные организации, не только организации, но и люди, индивиды всегда стремятся непрерывно улучшаться. Только так можно всегда быть в ногу со временем и, конечно же, иметь способность предугадывать, предупреждать и реагировать на какие-то внутренние или внешние риски. Вы можете быть как бы не пропасть. То есть ваша компания всегда будет готова. И никакой коронавирус или, скажем, война на Украине не будет на вас сильно влиять. Принятие решений на основе свидетельств. То есть вы, как сотрудник или управляющий вашей компании, не должны принимать решения где-то сидя в офисе. Всегда вы должны находиться в том месте, где вы собираетесь что-то изменять, что-то улучшать. И, конечно же, более точная информация происходит на местах. То есть вы заходите в само производство, в станки, где стоят, где это все работает, наблюдаете методом фиксации, методом чек-листов. Только так вы должны принимать решения на воле данных. У нас в Кыргызстане, к сожалению, работает до сих пор очень интуитивно. Вот эта интуиция, она как бы до поры до времени работает, но в определенный период времени интуиция всегда подводит человека. То есть системно и интуитивно работать невозможно. Интуитивно можно раз-два принять какие-то решения, может на бытовом, может быть в начале, может быть даже в стратегическом уровне. Но системно внедрение качества у вас должны быть цифры. И цифры эти должны браться качественно. То есть на местах станок ломается, прям собирайте данные у станка. Происходит некая демотивация у вас в компании. Вы находитесь на месте, где ваши сотрудники работают, и там непосредственно вблизи с ними вместе собираете производственные данные. И только так вы должны принимать решения. Менеджмент взаимоотношений. То есть для устойчивого успеха организации, когда взаимоотношения, они всегда как бы находятся в понимании. Да? То есть в компании всегда есть люди заинтересованные, чтобы компания росла. Это, возможно, и будут поставщики, какие-то стороны, которые, может быть, это банк и так далее. Все это должно быть как на одном листе, да? С пониманием общих целей, каких ценностей. И, конечно же, цепочка поставок, когда это касается поставщиков, она тоже должна выстроена. Даже могу больше сказать, иногда когда ваш поставщик контролирует ваши продажи, если вы производите, то это тоже неплохо. Можно выстроить хорошие отношения, как, например, сделала в свое время, еще долго времени назад, как, скажем, Walmart и Procter & Gamble. То есть те отношения, которые, возможно, сейчас не хватает нашим сетям. Да? Фрунзе, это Глобус, когда у них происходят проблемы с поставщиками. То есть нет доверия. И вот этот менеджмент взаимоотношений у них отсутствует. И все вот почему стремятся для того, чтобы внедрить стандарт качества. Однобоко поставщик, скажем, Фрунзе, они не смогут поодиночке внедрить. Они могут внедрить, но все равно это не будет работать. И каждый год, когда будет происходить аудит, они будут иметь много конфликтов. Чтобы этого не было, это уже сейчас можно налаживать, чтобы были какие-то общие ценности, были, конечно же, заинтересованные стороны, чтобы понимать, да, как ресурсы, в принципе, все одни, да, как все это использовать, объединить, где нужно создавать команду. И только так можно выстроить, потому что от поставщика до полок все это должно контролироваться. Нужна отслеживаемость. В первую очередь, конечно, для безопасности. И вот это все, в принципе, вам дает систему менеджмента качества 2001-2015. Это и есть основа, которая принята во всем мире и по которой все народы мира работают. Для этого и создана
Все, чтобы в первую очередь продукции или услуги были безопасны. Во-вторых, конечно, то, как вы используете ресурсы, как вы их тратите, и там есть уже свои показатели. Теперь сертификация. Как же получить сертификацию 2015? Первое, это происходит некий ознакомительный семинар, где вы просто обучаетесь, смотрите. Далее идет создание рабочей группы. Какой, например, бывает, если организация большая, то можно начинать, скажем, с одного отдела. Так всегда выходит дешевле. То есть с одного отдела вы начинаете, и потихоньку эти принципы, возможно, вы можете скопировать, проклонировать на другие отделы. Далее уже происходит само обучение по ISO 9001. Да? И потом уже поэтапная разработка документации, то есть уже ваша команда, которая будет заниматься внедрением качества, она будет уже вместе с консультантом разрабатывать документацию и потихоньку готовиться к сертификации. Далее происходит анализ разработанной документации. То есть, знаете, бывает так, что нужно адаптировать. И действительно это так происходит. И из-за того, что вот здесь на анализе многих хромают и говорят, что это невозможно внедрить. Это все можно внедрить, просто нужно хорошее для того, чтобы понимать местные условия, местный рынок. Далее, конечно, идет внедрение той документации, которую вы разработали. Потом идет уже обучение внутреннему аудиту, то есть вы выбираете своих внутренних аудиторов, их обучаете, как смотреть и аудитировать стандарты ISO 9001-2015. И, конечно же, про проведение внутреннего аудита, чтобы понимать, там ли вы находитесь, какие проблемы у вас возникают, что нужно улучшать, да, и в какой департамент, какой отдел как бы уделять больше внимания на данном этапе. Далее идут корректирующие действия, когда нужно изменить, выявляются факты несоответствия, и вы начинаете их корректировать. Еще раз анализируйте существующую документацию, которая с стандартами ISO. То есть сравнивайте, если нет грубых нарушений или нет несоответствий, дальше уже вы выбираете орган сертификации. Доверитесь, кто начнет вас сертифицировать. И логическим завершением вы, конечно же, сертификационного аудита и выдачи на руки сертификата вашей продукции или вашей услуги. И это все заканчивается ежегодным аудитом, который постоянно происходит и проверяет вас на наличие ваших заявленных ваших услуг или продукции. Вот и все. У нас вебинар. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рад вам ответить. Так, хорошо, сейчас я тогда буду читать. Да, извините, мы в дороге находимся, в Чолпан-Ате. Здесь интернет возможно скачивать. Скажите мне, как мне узнать, какие стандарты ISO применяются или должны применять в конкретной области промышленности, например, в молочной сфере? Свои стандарты, в алкоголе, свои. Где узнать? Качество 9001, оно работает везде. Но если вы в молочке, вам, наверное, скорее всего, надо внедрить ХАСП безопасности пищевой. Да? То есть там уже свои специалисты. Это внедряется в молочке, да и в любой пищевой промышленности для отслеживания, чтобы понимать, если вдруг какие-то возникают проблемы, чтобы могли их отследить и чтобы могли в свое время отозвать или же утилизировать. В алкоголе свои, да, в алкоголе то же самое. Принцип, алгоритм действий ISO, он един. Вы там выпускаете оружие, скажем, да, боеголовки, или выпускаете молочные продукты. Нужно всегда отслеживать. ISO 9001-2015 это общий стандарт, который говорит о том, что вы соблюдаете все принципы, и у вас продукция качественная. Есть ли какие-нибудь гранты, субсидии, программы для внедрения в производство стандарта ISO?
Ведь внедрение такого стандарта в производстве требует существенных затрат. Совершенно верно. Пока я знаю только один орган, который поддерживает, это банк ЕБРР. Кстати, мы с ЕБРР сотрудничаем. И на консультационные услуги они дают гранты от 60 до 75%. То есть мы помогаем внедрить вам качество, ISO или HASP или так далее. И потом они уже как бы оплачивают наши услуги вам. 60-70% это оплачивается. Может быть, еще есть другие организации, а о них я не знаю. Многие наши производители не осиливают внедрение этого стандарта, если поддержка со стороны государства или каких-то правительственных организаций в этой сфере по выделению гранта или субсидий для внедрения этого стандарта. Я не знаю, честно. Ну да, вы правы, вы абсолютно правы, то, что у нас, когда говорят на производствах качества, руководители всегда пытаются отвернуться или смотреть вниз. То есть это очень сложно, потому что в процессе внедрения качества в первую очередь вовлечены люди. И нужно очень сильное взаимодействие людей, очень сильная мотивация нужна для того, чтобы вся ваша команда начинала работать для того, чтобы ваша продукция была качественной. А это сделать очень сложно. И поэтому люди очень сложно внедрить. Но если вы один раз внедрили этот стандарт, то далее, что бы ни происходило, то далее уже его контролировать будет легче. Потому что есть инструменты, скажем, PDCA и другие, да, с помощью них вы уже контролируете. И когда первые люди, которые внедряют вам стандарт, они всегда будут обучать ваших сотрудников для того, чтобы они уже сами смогли поддерживать, да, это качество. И когда каждый год иностранные аудиторские компании будут приезжать, проводить ежегодный аудит, вы будете готовы. Но при этом вы должны всегда стараться держать своих сильных сотрудников, технологи, инженеры и так далее. То есть вам нужна сильная команда. Так, касательно туризма, да, был вопрос, Назарбаке? Да, в сфере туризма какие стандарты есть? В сфере туризма, вы знаете, в туризме что? Вот представьте себя, поставьте себя на свое место клиента. Что вам нужно в туризме? Где-то отдыхаете. Конечно же, в первую очередь безопасность. То, что вы пишете, да, вот пишете FSC, это все-таки пищевое направление. В сфере туризма можно внедрять ISO. Есть свои подразделы, которые именно работают для этого. Но вы можете принципы внедрить. То, что я вам рассказываю, это и есть основа. 9001-2015 – это основа. То есть вам не обязательно внедрять какой-то определенный продукт, определенный стандарт. Да? То есть вы можете, вот мы сегодня те темы с вами рассмотрели, вы это можете внедрить, хотя бы стремиться к внедрению, да, стремиться к улучшению. И тогда вы можете уже с этим. Для пищевых продуктов 2000, это ISO 2001 плюс HASP. Надо быть, да, все верно. Это есть. То есть у нас в основном в Дагестане как бы основа, да, внедряется, это пищевые стандарты, да, так как мы экспортируем в соседние страны, да, и пищу, конечно же, все хотят, чтобы она была безопасной. А вот в туризме, возможно, даже можно просто основу, принципы внедрить, чтобы это все было. То есть вы можете, помните, я вам пункты показывал, например, 7 пунктов, да, 7 принципов. Выберите какие-то основные, с которого вы должны начать, да. Взаимоотношения, скажем, поставщиками. То есть как компания, которая предоставляет туристические услуги, вы взаимодействуете с поставщиками. Да? То есть можно начать с этого. И все. Для медуслуг достаточно высокий. Смотря как. Ну, да, если у вас услуги мед, и у вас еще есть стандарт 2001, да, это будет говорить о том, что вы уже очень много внедрили, очень хорошо внедрили. Есть даже, знаете, не то, что внедрение сертификатов, вы даже можете какие-то практики применять. Например, в Америке система Кайдзен применяется в здравоохранении. То есть вся Америка, вся ее система здравоохранения, она
не внедрила кайдзен. Кайдзен это и есть один из пунктов, скажем, ISO. То есть японцы сделали выжимку хорошую, сильную, да, потрясли ее, считайте, с 1945 года. До этого времени они его используют, скажем, на всех своих производственных. А американцы взяли и адаптировали свои медицинские услуги. Но в медицинских услугах, если у вас какие-то есть узкие направления, то, конечно же, там требуются дополнительные сертификаты, так как те инструменты, которые вы применяете, они должны быть сертифицированы. То есть это очень такие сложные вещи, там, оборудование, ножи, там, не знаю, и так далее. Все это должно быть сертифицировано уже, и тогда вы уже можете получить. А если ПИК захочет, мы сможем сделать тему кайдзена. Да, Назар, спасибо большое за подробный ответ. Я хочу вот добавить от нашего имени, что как раз-таки мы же организовываем сейчас серию вебинаров, да, на тему качества менеджмента, поэтому следующая как раз-таки тема, она более подробно как раз вот рассмотрит тему кайдзена. Приглашаю всех на следующий вебинар, мы скоро вот будем анонсировать на наших социальных сетях, можете вот как раз-таки зарегистрироваться и участвовать. А нашим участникам я хотела бы обратиться. Вы можете задавать свои вопросы не только в чат-боксе. Если кто-то хотел бы озвучить свой вопрос в микрофон, пожалуйста, вы можете включить свои микрофоны и напрямую нашему спикеру обратиться с вашим вопросом. Ждем ваши вопросы. И в чат-боксе вопросов вроде нет. Да? Никто не хочет задать вопрос, уважаемые участники. Не стесняйтесь, сегодняшний вебинар организован специально для вас, чтобы ответить на все ваши вопросы. Так, нет, все понятно и полезно, пишет Айнура в чат-боксе. А вот и приступил следующий вопрос от Юсупа. Как узнать, какие требования у наших госорганов к нашим производителям, спрашивает Юсуп. Назар, вопрос. Ну, у нас есть свои ГОСТы, вы можете просто подойти к этим органам контролирующим, да, и у них взять требования. Как можно. То же самое, те же принципы внедряете, все работает. Нужна отслеживаемость, чтобы люди смогли как бы отслеживать ваши услуги, ваш продукт. Это и есть основа. Вот когда вы задаете вопрос, пока вы не начали, да, внедрять стандарты, это кажется, что это такой далекий космос. На самом деле нет. Просто это нужно начать и ежедневно, кропотливо каждый день с этим работать. И в один день вы просто к этому придете. Да. Первый раз аудиторы вам будут писать несоответствие. Да? И это нормально. То есть самое главное не получить полный отказ. Да? А несоответствие – это нормально. Это вам будут давать несоответствие, вы будете с ними работать и постоянно их будете улучшать. Качество – это такая система, знаете, которую невозможно внедрить. Вот раз внедрил и все. Нет. Даже те компании, которые у нас внедрились, получили стандарты, какие бы они ни были, каждый год они получают несоответствие. Они с этим работают, и они с этим борются. Спасибо. Следующий очень интересный вопрос поступил от Тимирлана. Сколько стоит внедрение и получение сертификата 9001? Это все индивидуально. У меня есть партнеры компании международные, которые для этого нужно заполнить анкету, и по анкете они уже вам скажут, сколько у вас будет стоить. Потому что цена будет зависеть от того, насколько вы внедрили процессы, да, и где вы находитесь. Вот этот вебинар помогает вам уже самим начать какие-то вещи, которые у вас есть, которые вы видите, начать их сделать. Если вы сейчас абсолютно в таком состоянии вызовете сертификационную команду, она вам может выписать, скажем, 100 тысяч евро. Но если вы сейчас начнете потихоньку работать, да, какие-то базовые вещи внедрять, обучать свой персонал, скажем, то через, скажем, полгода вы их вызовете,
они вам просто скажут 30 тысяч евро. Это и есть этот вебинар должен вам помочь. Да? То есть те инструменты, которые мы вам показали, они могут. А если у вас сильная команда, если вы уверены в своей команде, у вас единый организм, скажем, да? Организация – это организм. Если вы прям подчиняетесь, у вас как рыба, и вы в эту сторону, и в эту сторону работаете в одном, как команда, то через полгода вы вполне вероятно получите. И очень легко даже. Все зависит от того, где вы находитесь. Назарбай, вот как раз такой перекликающийся вопрос. Вы находитесь на Южном берегу, и вот как раз такой вопрос от Абдразак. Для гостевых домов и юрточных лагерей какие стандарты? Мы все знаем, что этот бизнес очень процветает на Южном берегу Иссык-Куля. Можете, пожалуйста, поподробнее об этом рассказать? Ну, я не специалист именно по туризму, но я вам так скажу, даже вам поможет. Да? По вашей части это очень легко. Самое важное, вы должны предоставить безопасность пищевой продукции, чем вы кормите ваших туристов, и безопасность ваших посетителей. А как это сделать? То есть те юрты, те дома, которые у вас есть, они должны отвечать требованиям, принципу, стандартам. Да? То есть должна быть безопасность, да, должно быть все, что нужно. Какие-то, скажем, несоответствия, они не играют. И турист, когда едет, например, в Кыргызстан, если честно сказать, они не смотрят на то, что гостевые дома такие, имеют ли сертификаты, нет. Они смотрят, насколько вы предоставляете услугу пищи в первую очередь, и насколько вы можете обеспечить их безопасностью. Это является основой. Все. И таким организациям, если вы не крупная, там, юрточный маленький городок, то вам не нужно раскошеливаться на стандартизацию. Но вы можете пройти обучение, обучить свой персонал и потихоньку внедрять базовые вещи. А уже специалист по этому, когда он к вам придет, он сделает анализ и вам скажет, на какие точки бывают в стандарте критические точки. Важно работать над критическими точками. У вас, может быть, в юрточном городке есть 3-4 точки, над которыми вам нужно поработать. Все. А остальное уже, помните, я вам говорил, субъективное чувство. Субъективное качество тоже является субъективным чувством. То есть может немец приехать, скажем, сказать, шикарно, все понравилось, и плевать на то, что хлеб был не свежий. А, скажем, придет американец, скажет, мне хлеб был неважный, а остальное тоже неважно. То есть здесь нужен уже специалист, который вам скажет, да, вот эти критические точки закроем, а все остальное уже на волю, скажем, о вкусах не стоит. О вкусах. Самое главное вам базовые вещи сформировать. Уважаемые участники, мы извиняемся, да, есть небольшие технические неполадки. Время от времени Назар Агай, да, вы говорите, но пропадаете. Вас то тихо слышно, то слышно хорошо. Вы нас хорошо слышите? Я вас хорошо слышу, да. Отлично. Такой вопрос, Назар Агай. Во-первых, первый вопрос. Где и кто может обучить стандартам, да, качества, спрашивается в чат-боксе, несколько вопросов я видела. И второй вопрос, пишет нам Гульмира, у нас ткацкий цех, производим баткен килемы. По каким стандартам мы должны следовать? Нужен ли нам коврам контроль качества? Хорошо. Первый вопрос, все зависит от вас, да, то насколько вы готовы. Да. Если вы уже готовы выйти, скажем, на международный рынок, есть у нас партнеры, я могу далее скинуть координаты пику, и там они уже скажут, да, то есть они обучают, они все проводят аудиты, и они внедряют, и сами потом еще и сертифицируют. А если вы не готовы к большим затратам, то, в принципе, мы можем обучить по принципам, показать в команде вашей, да, проанализировать, где вы находитесь, и помочь вам для того, чтобы вы подготовились к стандарту. Да, ткацкий станок в Баткене нужно сертифицировать, так как это вопрос безопасности, то есть какое сырье вы используете, какие станки вы используете. Будет ли это вредным, так как люди дышат, вредным для потребителей, да? То есть там уже тоже нужно внедрять
И так, как я сказал, ISO 9001-2015 это основа, это база. А далее вы уже как бы под ребро заходите и получаете нужный станок. Да? Да, контроль качества обязательно нужен. Именно вам он нужен. То есть без этого это невозможно. То есть вы, например, первую партию ковров можете отправить хорошую, а где гарантия того, что вторая партия ваших ковров, она будет соответствовать. А вдруг там человек болеет, и у него проблемы с легкими, да, и этот ковер будет поглощать пыль и не отпускать, да, и не соответствовать требованиям. И люди, которые купили у вас этот ковер, постоянно будут болеть. Да, то есть это вот такие моменты, которые нужно как бы это учитывать. Хорошо, На каком спасибо за уровне? ответ. У меня вопрос еще возник. А как мы можем получить, откуда мы узнаем? Вот мы производим только Гульмира продукцию. Эджи, можно ближе к микрофону говорить? Вас очень плохо слышно. А теперь слышно? Да-да-да, теперь лучше. Спасибо за ваш ответ. Очень хорошо, я многое узнала. И у меня здесь прямо сейчас возник вопрос. Мы просто производим свои ковры, и у нас свой внутренний рынок. Мы просто все знают и пользуются. А вот как и откуда взять и узнать о контроле качества? Стандарт контроля. Да, вам надо заполнить анкету, и по анкете уже люди определят. Это все зависит от вашей компании, куда вы хотите экспортировать. То есть здесь много очень вопросов. Если вы хотите экспортировать в Европу, я по опыту вам скажу, выбирайте европейских стандартизирующих компаний. Если вы хотите экспортировать в Азию, скажем, в Китай или в Японию, то, соответственно, так же. То есть я говорю о том, чтобы вы быстро смогли как бы наработать и выйти на рынок. Да? А если вы на внутренний рынок, к сожалению, у нас и требования по качеству еще находятся на низком уровне. То есть мы на внутреннем рынке больше ориентируемся на свои какие-то базовые чувства. Да? То есть вот, понравилось, не понравилось, все. А то, что оно грязно, пыльно, мы не ориентируемся. И вот здесь вот, возможно, вам хорошо на внутреннем рынке. То есть мы не требовательны к качеству. А вот Россия, скажем, Европа, Япония, она очень требовательная. Они будут, если вы будете поставлять им свою продукцию, они мало того вам дадут сертификат, они ежегодно будут вас проверять. То, что вы соответствуете вашей заявленной репутации. То есть вы сказали, что у вас все это делается, один раз вас проверили, все совпадает, но каждый год вас еще будут проверять. Это делается для того, чтобы они могли обеспечить безопасность своих как бы, жителей, чтобы вы действительно там соблюдаете правила и так далее. И еще один фактор, на это внимание многие не обращают. Мы сейчас с вами говорили о продукте, но есть еще немаловажный фактор, на который сейчас Европа, Азия все обращают внимание, может быть, кроме Китая. То, на каких условиях ваши сотрудники работают. Сама зона работы, она тоже должна соответствовать стандарту. И прежде всего, чтобы начинать работать с международными компаниями, я все-таки советую как бы начать на своем уровне, местными консультантами подготовиться, а потом уже, когда вы будете более-менее уверены, дальше двигаться. Есть программы, ЕБРР, есть программа, которая вот помогает, кстати, если вы там есть программа женского предпринимательства, они могут вам 70% услуг вам вернуть. Да? Вы начали уже внедрять свое качество. Как бы так. Спасибо. И еще вопрос, на каком уровне компании следует начинать внедрение ISO, от чего оно зависит, от оборота компании, количества процессов или стоимости компании. В принципе, вы назвали те вещи, от которых оно зависит. Да? И самое главное, это ваше желание. Готовы ли вы внедрять и готовы ли выйти на рынок. Да? То есть если вы чувствуете, что вы, вот ваши обороты, да, что вы готовы, да, что вы наладили ресурсную базу, да, поставщики у вас стабильные, команда у вас хорошая, то вот вы в этом есть, то да, уже нужно начинать уже внедрять потихоньку. Сразу внедрить качество, это будет очень сложно, вам потребуется минимум год, в среднем год, да, чтобы начать этот процесс и потихоньку к этому прийти.
Назарагай, вот такой вопрос к вам. Вы консультируете, да, в частном порядке? Я вижу, что много вопросов. Если вы не против, мы могли бы дать ваш имейл, когда будем отправлять как раз видеозапись вебинара. И если кто-то пожелает уже проконсультироваться, да, в частном порядке, можно будет обратиться напрямую нашему спикеру. Да, так, вопросы. Еще будут вопросы, уважаемые участники? Сколько стоит внедрение ISO? Напишите, пожалуйста, пишет Чингис. Это все зависит от вас, от вашей компании. Компании бывают разные. Возможно, кому-то будет стоить $5000, а кому-то будет стоить $100 000. Это все зависит от того, где вы находитесь. То, насколько вы сами, как бизнесмен, наладили ваш алгоритм действий в вашей компании. То, насколько ваша система вашего менеджмента, то, как вы управляете вашей компанией, это все зависит от вас. Вот буквально последний вопрос от Диляры. По поводу всех необходимых НПА. Нужно идти прямо в орган и узнавать, какие требования вы должны соблюдать. Диляра, вы можете включить микрофон и можете уточнить свой вопрос. Можно мне расшифровать слово НПА, чтобы все понимали, что такое НПА? Диляра, вы можете включить микрофон, если вы здесь, и уточнить свой вопрос более четче, чтобы нашему Добрый день. Меня слышно? Да, добрый день. Слушаем, да. Дело в том, что это был не вопрос, это был ответ Юсупу, который спрашивал, какие НПА нужно соблюдать. Я ему ответила, что прям нужно ногами идти в соответствующий орган и там узнавать, какие требования вам необходимо соблюдать. Это не вопрос был. По поводу расшифровки НПА, нормативно-правовые акты. Спасибо. Спасибо, Диляра. Больше вроде нет, Назарагай, в чат-боксе. Если кто-то хочет задать свой вопрос в микрофон, можем принять последний вопрос. Если же вопросов нет, то, с вашего позволения, да, Назарагай, мы потихоньку тогда завершим сегодняшний вебинар. Хорошо. Так, уважаемые участники, уважаемые спикеры Назарагай, Искендер, благодарим вас, да, от имени всей нашей команды, участников, за то, что вы нашли время, чтобы послушать сегодняшний вебинар и приумножить свои профессиональные знания. И напомним, что это пока первый вебинар из серии вебинаров, посвященных вот этой теме качества, стандартов качества. Мы вас приглашаем на следующий вебинар, который состоится уже 24 марта. Анонс буквально будет завтра или в понедельник. Назарагай, спасибо за то, что вы нашли время и прочитали такой интересный вебинар. Да, еще раз напомним, что Назарагай сегодня находится по работе в командировке в Иссык-Кульской области, и несмотря на это, все нам на все вопросы ответил, тему раскрыл. Спасибо вам большое. Назарагай, тогда я вам передаю слово. Спасибо, Назгуля, Искендер, за то, что вы смогли организовать такой семинар. Я вижу на нашем рынке, это такой первый вебинар на эту тему. Да? Мы готовы. Я хочу сказать всем бизнесменам, пожалуйста, воспользуйтесь моментом, когда сейчас вы сможете быстренько наладить и уже выйти на рынок. Рынок ослабляется соседний, и туда нужно выйти. Просто нужно какие-то основные моменты принципов внедрить. Спасибо большое. Спасибо. Искендеру передаю слово. Искендер, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые участники. Назар, спасибо вам большое, Назар Мирза. Так как очень актуальная тема, очень важная, потому что у нас большие проблемы именно с постоянством качества, да, в нашей стране. Соответственно, об этом надо разговаривать, потому что у нас достаточно поднять качество, сделать стабильность качества. Так сразу многие рынки сразу нашим товаром откроются. А самое главное, что компании будут крепкими, сильными, все будут покупать их товары, и, соответственно, все будет у всех хорошо. Да? Поэтому ваша тема очень нужная. Спасибо вам большое, Назар, что согласились нам прочитать этот вебинар. Мы его запись тоже вышлем всем участникам. Я надеюсь, что это станет таким еще одним импульсом, чтобы большинство наших организаций, компаний, бизнесменов начали работать над стабильностью качества, а те, у кого высокое качество, чтобы еще больше укрепили, да, его. Спасибо вам большое. Также, если к нам будут обращаться с вопросом, да, о том, чтобы с вами проконсультироваться по качеству, мы будем к вам направлять
с вашего разрешения, возможно, кто-то уже закажет определенную работу, да, именно по улучшению качества своего предприятия. Мы очень надеемся, что так будет. Спасибо. Еще раз благодарю Спасибо. всех. У меня здесь возник вопрос. Просто я к вам подключилась по... Вас очень плохо слышно. Ближе к микрофону. Могли бы, пожалуйста, озвучить свой вопрос? Теперь слышно, да? Да, теперь лучше. Мгм. Спасибо. У меня возник вопрос, как я могу с вами связаться? Просто я случайно зашла на эту встречу, потому что я точно не помню, где заполнила, но я заполняла анкету. Самара, вы, наверное, регистрировались, да, заполняли анкету, и туда же на вашу электронную почту мы в течение 3-4 рабочих дней, скорее всего, вышлем видеозапись этого вебинара. И там же в письме мы укажем электронную почту Назара Агай, и вы можете с ним связаться в частном порядке. Хорошо. Пойдет такой вариант? Да, конечно. Отлично. А, уважаемые участники, всех благодарю за ваши вопросы. Вопросы были крайне интересными, и мы для себя подчеркнули очень много полезного. Желаем вам хорошего продолжения дня. Еще раз всем спасибо.